Всем привет, я Катя, добро пожаловать на мой канал. Хотелось бы поделиться моей рутиной в свободное время. Видео с января по март. Я работаю посменно по 12 часов в сутки, иногда днем, иногда ночью. Иногда совпадает так, что у моего брата выходной, он согласен присмотреть за детьми, и я могу тусоваться с ремонтом в одиночку. У нас все еще идут работы с гипсокартоном. По-моему, в конце января или в начале февраля мы купили по огромной скидке изношенные леса, поэтому нам работать в холле стало намного легче. На данный момент, 13 марта, мы почти завершили крепить гипсокартон. В планах мы уже думаем о грунтовке, шпатлевке, как это вообще делается, мы не знаем, но собираемся также сделать все сами. I'm built different. Итак, раз уж мне суждено спамить вашу ленту, я сегодня покажу вам мою работу. Только она кончен. Сейчас мне нужно делать уже вот эти вот две комнаты. Но, к сожалению, у меня очень мало саморезов не закончились. И не знаю, что я буду делать дальше. У меня целый день впереди. Короче, я тут купила портативную плитку со столички и тестирую. Тест прошел успешно. Обедушка. Как вы уже знаете, 5 лет назад я начала баловаться садоводством и цветоводством. Это, конечно же, произошло после приобретения нашего участка. И каждую весну с того момента у меня начинается раздумье, что же посадить на этот раз. На этот раз я с огоньком захотела вырастить пепельные петуньи. Получится ли что-то, я честно хз. Также купила новенькое для себя, это лобилии, кохи, всякие лианы и прочее. Кстати, я снова купила розы из светофора, так как в прошлом году они классно цвели. У меня даже есть несколько красивых фотографий. Как я их пересаживала, есть видео в описании и подсказках. Wow. Также я купила из светофора пионы и одну гортензию. Это совершенно новые для меня растения, но таковы мои весенние хотелки. Я могу крупными сутками что-то садить, поливать, превращать подоконник в джунгли. Итак, наступает весна. Обожаю весну, и я всегда забываю записывать планы на лето. Но я бы хотела, чтобы это лето прошло удачно. В прошлом году я хоронила бабушку. Организовали с мужем похороны, также кремировали кота. У меня снова опять с бабушкой проблемы. Бабушку отказывается госпитализировать в любую больницу. В РБ-2, в пульмонологию, в ЯРКБ. Поэтому прошлое лето прошло очень нестабильно по всем параметрам. В этом году я бы хотела, чтобы у всех было все хорошо, и наше и так короткое лето прошло удачно. Я с надеждой смотрю на лето, много планов по строительству, хочу порыбачить, сходить по ягоды, с детьми от души поплавать. Я надеюсь, у вас все хорошо. Пусть у всех будет хорошо. Всем пока!